Жишард известен своей продукцией из дерева. Конечно, мебельной фабрики в поселке нет и не было, несмотря на то, что здесь производят фанеру. Но некоторые предметы мебели стали легендарными. Например, особое внимание заслуживает старинный деревянный стол. Сейчас мы познакомимся с хозяином того самого стола. Он живет в этом доме. Стол тем легче, тем лучше прыгает. Быстрее начинает прыгать. Выглядит этот стол вполне обычно. Единственная его особенность – сделан он без железных гвоздей. Ивану Ивановичу этот предмет мебели перешел от отца. Этот стол уже как с войны уже, отец был на войне там. Мать позвала своих знакомых и решила узнать, отец живой нет. Спросили это, стукнул живой. Думаю, вернется. Через сколько лет не стучит? Через сколько месяцев не стучит? Через сколько дней? 9 дней стукнул. 9 дней, на 2 часа ночи вернулся отец. Вот с того времени, короче, у нас как бы традиция была в кругу семьи так. Отмечаем, сперва погадаем, а потом старые годы отмечали. Сейчас гадают чаще и не только на святки. Приходят и знакомые, друзья, и просто желающие заглянуть в будущее. Обязательное условие. Перед обрядом необходимо снять с себя все металлические предметы. Кольца, цепочки, браслеты, ключи. И еще. Стол не любит подвыпивших людей. Так, для начала надо погреть руки. Это для чего? Нагрейте, так, чтобы руки горячие были. Потому что энергия это самое. Чтобы стол тепло было, вот так руки положили, еще. Так. Вот так хорошо положили. Не нажимайте, просто свободно сели. Он будет вот так прыгать. Удобно вам чем сидеть? В голове, как компьютер, все заложен. Через руки передается столу, и стол отвечает. Руки не надо отрывать. Когда будет прыгать, одну руку можно оторвать, там потесать или что-нибудь поправить. А обе руки одновременно нельзя оторвать. Он отвечает на вопрос «да» или «нет». Если «да» так стукнет, «нет» так «нет». Можно еще спросить тайный вопрос. Короче, от меня ничего не зависит. Все зависит от вас. Чем серьезнее спрашиваете, тем точнее отвечает. Столоверчение – один из самых древних способов гадания. Он был известен еще древним римлянам. В России это гадание стало популярным в XIX веке. В 1853 году в отечественных записках писали: «Весь петербургский бомонд, позабыв о спектаклях и балах, занимается верчением столов». Так, я что сказал? Руки не отрывать. Руки горячие. Вот так. Сейчас я скажу за секретом. Гадание на столе Политовых отличается от традиционного верчения. Стол здесь прямоугольной формы и не вертится. Ответа он отстукивает ножками. Слушайся внимательно. Не обманывай, не подводи меня. Надо специально к тебе приехали, а ты подведешь. Не подводи, силы есть. Ну, давай поднимись сначала. Как готов будет, 2 раза стукни. Покачайся, покачайся. Сильнее, во, сильнее. Они просто серьезные, что ну-ка поулыбайтесь немножко вот так. О, как готов будет, 2 раза стукни. Стукни 2 раза. 1, 2, поднимись теперь. Так, ну-ка скажи, сколько человек за столом, столько раз стукни. Не обманывай. По традиции в начале сеанса у стола спрашивают контрольные вопросы. Сколько кому лет, на каком этаже кто живет и как кого зовут. Меня зовут Василий Петрович. Если да, то стукни 1 раз. Правильно, меня зовут не Василий Петрович. Иван Иванович признается, раньше и сам не верил в чудеса и только наблюдал за отцом. Но со временем его взгляды поменялись. При отце даже этот через порог он деревянный сказал: пошли со мной. Он только видит и вперед и пойдет. Отец Ивана Ивановича за столом только гадал. Он же пошел дальше. Решил изучить возможности стола. Например, выяснил, он может поднять пудовую гирю или ведро воды. Правда, при нас этот трюк стол проделывать отказался.
Хозяин такое поведение своего четвероногого подопечного объясняет нехваткой энергии. А вот другие чудеса он показал. Ну-ка, поднимись выше. Так, руку закрой, только не урони. Молодец. Сейчас я музыку включу. Иван Иванович сейчас учится играть на гармошке. Говорит, столу нравится больше народная музыка. Хотя и под современную поплясать тоже не против. Пока музыку не выключишь. Так. Нет, вообще сам процесс вот этот интересный. Гадание. Чего там страшного-то, нет? Не страшно. Ну, мне кажется, что это все энергия рук человека, а так это ничего тут мистического нет. По словам Ивана Политова, стол даже в раскрытии преступлений помог. Нашел ружье и пропавшие деньги. Правда, людей найти не может. Хозяин это связывает с неправильной постановкой вопроса. Тут никакого культатизма нету, потусторонних сил нету. Лишь там надо духа вызывать всякие, а это очень опасно. Я смотрю, у вас в комнате висит икона. А в каждом доме икона есть, ничего не мешает. Ну, вы как-то его называете, нет? Как обыкновенный стол еще. Стол? Нет у него Да, имени? нет. Чувствую то, что энергия приходит к нему, и вот он отвечает. Мне, по крайней мере, всегда еще правду говорил. Прилив, как бы, кровью там сразу. Потом после гадания даже иногда легкое такое головокружение, как бы слабость, потому что энергия немножко взяла. Скоро Иван Иванович передаст стол и особые знания своей дочери. Она тоже участвует во всех гаданиях. Правда, сама пока не готова управлять гадальным сеансом. У него свой секрет. А ты не знаешь этот секрет? Нет, я не знаю. И не хочешь узнать? Ну, хотелось бы, конечно. Надо будет, скажет. А папа пока не рассказывает? Нет, не рассказывал. А почему не рассказывает? Ну, не пришло время, значит, еще. Конечно, есть секрет. Без секрета никак не пройдет. Все равно это секрет есть секрет. То есть вы даже не намекнете нам? А что намекнуть? В основном это тут главное, чтобы сила, чтобы энергия была у людей. Не меньше 6 человек это напрягает. Правда, были один раз приезжал из города, и 4 человека прыгало. Но это очень редко. Сколько лет ты еще будешь служить людям? Десятка. Столько раз и стукнет. Десятка. Да. Десятка. Десятка. Чувствую, это сколько ему есть. В молодости Иван Иванович служил речным капитаном, плавал по Вычегде и гаданием занимался только в кругу семьи. Благодаря своему чудо-столу он всерьез увлекся экстрасенсорикой. 3, 4, 5, 6. Закрой глаза. Чтобы набраться необходимых знаний, бывший речник даже прошел обучение в ряде российских школ экстрасенсов и получил квалификацию народного целителя, мага и колдуна. Чем старее иконка, тем длиннее. От растения тоже зависит. Чем больше растения, тем больше биополя. У человека тоже так же. Чем здоровее человек, тем больше биополя. Если у кого-то давление прыгает, значит, у него с одной стороны нарушено биополе. Энергия выходит, у человека слабевает. Сейчас с помощью сеанса биоэнерговоздействия, восстановления биополей, Иван Иванович пытается лечить людей. В нетрадиционной медицине, говорит он, ничего удивительного нет, и тем более колдовства и магии. Все дело в правильно направленной энергии. Но создается впечатление, что какой-то секрет у жешерского целителя есть. Но его знает, видимо, только он и его волшебный стол. Все, отпускай, отпускай. Пожалуйста.
Многие вопросы за столом я задавала мысленно, и сбудутся они или нет, узнаю лишь только я. Ну а вам остается только гадать.